Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Вам срочное сообщение. Давайте посмотрим, что хотят вам сказать те, кого мы не видим, но кого мы можем ощутить. Загадайте, пожалуйста, на себя и попросите для себя сообщение. Ну и давайте узнаем, что в этом сообщении. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Смотрите, вот здесь показывают людей, которые себя как-то ужасно, аморально, социально, деструктивно ведут. Эти люди, они у вас перед глазами. Возможно, эти люди своими действиями как-то даже ущемляют вас, либо задевают вас. Вас просят свыше не обращать внимания, либо немножко потерпеть. Говорят, что они люди, и этим все сказано. Да? Люди, которые не отдают себе отчета в том, что делают, либо люди с их негативными характеристиками. Смотрите, показано, что вот эти события, они не продлятся долго. Эти люди должны совершать то, что они совершают, для того, чтобы получить свой опыт. То есть вот эти бесчинства, которые они сейчас проводят, да, вот это гадость, грязь, сплетни, ругань, может быть, даже какие-то преступные действия, они должны их совершить для того, чтобы потом понести свое наказание, для того, чтобы потом получить этот свой жизненный опыт, чтобы в будущем, да, не они этого не делали, не их дети, да, не их потомки. Вы же, если будете вмешиваться, если вы будете пытаться там призвать их к порядку, успокоить, там, вразумить, то вы помешаете им пройти свой опыт. Здесь нужно просто немножко потерпеть. И нужно довериться небесам. Небеса знают, что делают. Небеса разрешают этим людям вот этим всем заниматься для того, чтобы эти люди получили этот опыт. Это все прекратится. Прекратится, причем там будут последствия, там еще долго будет шуметь, гудеть. Эти люди безнаказанными 100% не останутся, но вот они должны получить свой опыт. Кстати, их опыт, он будет в назидание всем тем, кто окружает. То есть вот эти шалуны, в кавычках, да, пострадают, другие успокоятся, ну а третьи никогда не начнут вести такой образ жизни. Вот так именно показали. Да, вас это беспокоит, для вас это как заноза, извините, да, в сердце, но тем не менее нужно отпустить эту ситуацию, просто отпустить. Здесь замысел судьбы. Этим людям дали выбор, позволили, да, вот эта вседозволенность на них спустилась. Но и если они сами не поймут, что они делают неправильно, будет наказание. И наказание будет очень жестким. Жестким, так что вот прям до конца своих дней запомнят. И детей своих так будут воспитывать, и внуков, и правнуков. Да, всем будут рассказывать, что так делать нельзя. Вот, вам нужно потерпеть, и вам туда вмешиваться нельзя. Так показали. Дальше. Здесь показывают человека, который хочет вам помочь. Очень хочет помочь. Но вы почему-то эту помощь не принимаете. Возможно, из гордости, возможно, вы привыкли все делать сам. Возможно, этот человек вам неприятен, да, может быть, в прошлом как-то человек себя не очень красиво повел. То есть вот отказ, вы спиной поворачиваетесь. Человек вам тянет руку, а вы спиной поворачиваетесь и продолжаете вот над чем-то страдать, чем-то мучиться, что-то пытаться довести до ума. У вас с трудом это получается, то есть вам действительно тяжело. А тот, кто рядом, он хочет помочь, а вы такая: нет, нет, не надо мне твоей помощи, да, вот просто отвернулись. Здесь вас просят смягчиться, здесь вас просят позволить этому человеку вам помочь.
То ли уже человек предлагает, то ли вот-вот начнет вам предлагать. То есть должен этот человек помочь. Вам обязательно нужна помощь. И этому человеку тоже нужен шанс на то, чтобы сделать доброе дело. Вот поверьте, этот человек, он никогда не будет кичиться помощью, он никогда не будет с вас что-то требовать, либо просить взамен. Здесь вы должны разрешить сделать доброе дело. Доброе дело в данном случае для вас получается. Не надо этой гордости, не надо этих обид, не надо все брать на себя. Здесь вам должны помочь. Потому что дело действительно очень сложное и очень много у вас забирает жизненной силы. А жизненная сила вам нужна для другого. Дайте разрешение, дайте позволение вам помочь. Поверьте, ничего плохого не произойдет, только хорошее произойдет. Дальше показывают момент, когда вы достигаете цели, достигаете первой, либо первым. Да, если смотрит меня мужчина, просто переворачиваете на себя. И есть люди, которые пытаются цепляться за подол вашей одежды в надежде, чтобы как ускориться, да, чтобы вы их за собой потащили. Вот. Когда вы этим людям позволяете цепляться за себя, вы везде опаздываете, либо вы уже не можете занять первое место. То есть, грубо говоря, вы распыляете свою энергию, свои силы на других людей. И также будет справедливо сказать, что своим успехом, своими моментами везения вы делитесь с другими. Понимаете, за подол вашей одежды цепляются не слабые. За подол вашей одежды цепляются хитрые, понимаете, хитрые люди. Им не нужна ваша помощь по факту. Они просто завидуют и хитрят. Они не хотят, чтобы вы заняли свое первое место, поэтому за вас и цепляются. Вас нарочно отвлекают от ваших задач, от ваших достижений, от вашего успеха. Люди просто придумывают на ровном месте, да, себе проблемы, вас зовут якобы «приди, помоги», иначе вот я тут пропадаю, погибаю, не позволяя вам добиваться своего. Здесь больше даже похоже на послание ангела-хранителя. Скорее всего, вы часто об этом думаете, задаетесь вопросом, да, почему мне не везет, почему я не могу добиться каких-то целей, да, достигнуть того, о чем мечтаю, чем занимаюсь. Вот вам и ответ. Потому что позволяете людям, завидующим вам, хитрым по отношению к вам, да, вас останавливать, замедлять на вашем пути. Вот это очень такой серьезный момент. Да, нужно людям помогать, но нужно помогать с умом. И нужно помогать в моменте, когда вы уже свои цели достигли. Других алгоритмов не существует. Либо вы всем помогаете и не достигаете своего успеха, не достигаете своей цели, вы останавливаетесь, да, начинаете тут всех подряд спасать, помогать, и ваша цель все дальше и дальше от вас. Вы просто уже не успеваете. Об этом говорят. Может быть, даже, как знаете, момент того, что вы не тем помогаете. Может быть, в порыве своей доброты вы не видите, что люди хитрые, лукавые, что люди завидуют и вас как назад тащат, либо пытаются остановить в вашем движении. Это очень важно. Сначала вы, а потом уже все остальное. Свое сделали, время есть, желание есть, вы другим помогаете. Только в таком порядке вы станете очень успешной. Дальше. Здесь чья-то родная душа вышла. Эта душа говорит о том, что она в вас верит. И говорит: ты сможешь, ты сделаешь, у тебя получится. Вот какие-то такие слова. Может быть, вы чем-то занимаетесь, и вы хотите это бросить, либо вам так тяжело, что вы думаете взять паузу, да, на какое-то время отложить. Но эта душа прям настаивает. Вот как, знаете, сзади так вас обнимает и настаивает на том, чтобы вы продолжали, чтобы вы не сдавались и шли только лишь вперед. Вот верит в вас эта душа, и вы должны в себя поверить. Вот как бы тяжело вам ни приходилось, нужно идти вперед. Нужно доделать, довести до ума, закончить, да, может быть, как наладить даже какое-то действие. Вы не должны останавливаться. Ни в коем случае эта душа в вас верит. Но это какая-то прям родная душа. Это кто-то из родителей, либо кто-то из бабушек, дедушек. Вот кто-то верит, прям верит и знает, что вы можете. Вот как силы пытается вам свои передать, да, хоть немножечко вас как-то вдохновить, замотивировать. Просят, чтобы вы не бросали, чтобы вы продолжали. Вот здесь показано, что рядом с вами овечка стоит. Видите?
овечка. И вам говорят, что овечку не гладить надо, ее нужно стричь, да, потому что шерсть можно продать, из шерсти можно там сделать нитку, связать какие-то изделия, да. Вот говорят, хватит ее гладить, нужно ее стричь. Здесь, скорее всего, имеется в виду, что вы что-то умеете, что-то знаете, что-то уже у вас получилось, и вы на этом можете очень хорошо заработать. Но почему-то вы это делаете только лишь для себя, для души. Да, может быть, вам кажется, что ваши изделия, либо ваш талант, он не будет востребован. На самом деле то, что есть у вас, то, что вы делаете, то, к чему душа лежит, принесет вам много денег. Овцу не надо гладить, ее нужно стричь. Об этом вам говорят. И говорят, чтобы вы ни в коем случае в себе не сомневались. Ну, что это может быть? Вот банальный пример, да, вы любите, допустим, печь торты, да, вот прям любите вы выпечку, да, вы там смотрите кулинарные каналы, у вас там кухня, может быть, даже уже оборудована, вам нравится, вы любите, вот, вы эту овечку гладите, ну, любите, да, я люблю это делать. Но если вы начнете продавать то, что вы делаете, то, что вы любите, то вы будете стричь эту овечку, у вас будет больше денег. Вот, поэтому прислушайтесь, пожалуйста. Возможно, вы грустите от того, что денег не хватает, либо работы нет. На самом деле вы уже что-то делаете, вы уже что-то умеете, что может принести вам хорошую денежку. Дальше показывают воду, течение, как будто бы оно вас несет. Но вы не знаете куда. Вы как должны довериться, что ли, судьбе. А вам говорят о том, что можно и нужно плыть против течения. Против. Вам не нужно быть как все. Потому что вы не знаете, что с вами будет. Да? Вот все как общая масса. Да? Нет лица у этой общей массы, нет индивидуальности. А когда ты против течения плывешь, да, ты сопротивляешься, тебе, конечно же, тяжело. Но с другой стороны, ты знаешь, куда ты плывешь. Ты понимаешь, куда ты выплывешь. Вот, вам нельзя быть как все, вам нельзя ориентироваться на вкусы, предпочтения, действия всех людей, которые вас окружают. У вас должна быть индивидуальность. Тем самым вы будете сами рулить своей жизнью, да, либо направлять свою жизнь именно туда, куда вам хочется, а не туда, куда вас слепой там, жребий судьбы забросит. Об этом говорят. Не смотри на всех, не делай как все, не будь общей массой, да, стань индивидуальностью, возьми управление своей судьбой в свои собственные руки, у тебя все получится, об этом говорят. Дальше. Показывает, что вы за что-то держитесь мертвой хваткой, вам страшно это отпустить, а это прям плохо. Плохо. Вы не даете новому войти в вашу жизнь. Как будто бы неуверенность, да, что придет на смену старому. Может быть, мне это новое не зайдет, не понравится. Может быть, это новое будет для меня каким-то вот негативным, плохим. Здесь вам обращение свыше получается. Вам говорят: брось, хватит, избавься от старого, мы тебя не обидим. Твое новое, оно тебе как подарок идет, да, либо подарком большим в жизни станет. Может быть, вы держитесь за какие-то старые отношения, которые уже себя изжили. Может быть, вы держитесь за какую-то якобы мнимую стабильность, которая на самом деле не существует. Это просто привычка, да? Вы просто привыкли, адаптировались. Говорят, что нельзя держаться. Говорят, что нужно отпустить. Новое как подарок для вас. То есть это что-то будет очень хорошее. Высшие силы вас не обидят. Но пока вы держитесь за старое, новому нет места в вашей жизни. Те самые люди, которые говорят: вот, где мои перемены? Вот все везде меняется, а у меня все стабильно, все по-прежнему. Да потому что вы держитесь за эту жизнь, вы ей дорожите, вы мертвой хваткой схватили за это. Отпустите, просто отпустите, доверьтесь небесам. Вам подарок идет. Вот это новое как подарок, подарок жизни, подарок судьбы. Вот. Нужно довериться и нужно отпустить. Попробуйте, это несложно. Бояться вам нечего. Вам здесь вот просто вот клянутся, да, гарантируют, что новое будет просто прекрасным. Прислушайтесь. Хватит этого болота, да, выходите из него, выбирайтесь, не держитесь вы за это болото. И еще показывают мужчину, с которым у вас вроде как все прекратилось, либо закончилось. Показывают его мысли. Он такой: я добьюсь, я вернусь.
Может быть, вы думаете, что это конец, на самом деле мужчина думает, что это пауза. Этот мужчина, он именно сейчас, смотрите, вы грустите, вам грустно, вам обидно, да, что все так закончилось. А мужчина, наоборот, думает о том, что вот я вернусь, я ее добьюсь, и у нас будет с ней новая жизнь. Понимаете, в чем суть? Вы в одной ситуации, но каждый эту ситуацию видит по-своему. Вы как-то пессимистично это все наблюдаете, рассматриваете, а мужчина, наоборот, с надеждой. Вот он прям уверен, да, он уверен, что у вас все получится. Что пройдет немножечко времени, может быть, вы успокоитесь, может быть, еще что-то поменяется, и он вернется и вас добьется. Вот так показано. Это его мысли, это его решение. Это то, чем он, как говорится, дышит и живет. То, что придает ему силы, да, засыпать и просыпаться в новом дне. Такое решение принял. Может, это какая-то вот, случайность произошла, может быть, действительно какой-то вот прям накал страстей, который привел к какому-то замыканию, да. Но это не конец, это 100% не конец. Еще мне показывают пару, там, где мужчина младше, а женщина старше. Женщине очень хочется быть счастливой, но она очень сильно то ли зависима от суждений, мнений окружающих, то ли она как-то даже стесняется, может быть, не доверяет этому молодому человеку. Нет, может, она и доверяет, но вот ей кажется, что там годы возьмут свое, что он вот слишком молод, да, что там я через сколько-то лет уже буду хуже выглядеть, и он меня на кого-то променяет. Девушки, женщины, тут ваш ангел говорит о том, что он вас любит и любит по-настоящему. Именно вас он нашел ту самую женщину, которую искал всю жизнь. Вы ему как будто бы всех женщин на свете заменили. То есть вы для него любимая, вы для него любовница, вы для него женщина для счастья, вы для него как мама, как сестра, как любимая дочь. Понимаете, вот как всех женщин ему заменили. Если вы переживаете по поводу детей, но, знаете, тут так показано, что ему на роду не написано. Даже если вы с ним не будете, то другая женщина ему точно не родит. Вот, поэтому не переживайте, это не ваша забота, вы ничего его не лишаете. И он должен быть с вами. Вы созданы для него, он создан для вас. Он просто немножко не успел, да. Ваша душа раньше пришла, его душа пришла, с задержкой, да, чуть позже пришла. Этот мужчина никогда вас не обидит. Этот мужчина вас очень счастливой сделает. Еще здесь показано, что он как-то с вами, поделится своей жизненной силой, своим здоровьем, своей молодостью, а вы поделитесь с ним тоже, вы поделитесь с ним мудростью, вы поделитесь с ним знанием, вы поделитесь с ним какой-то вот даже то ли смекалкой бытийской, житейской, то ли какими-то навыками. Вы буквально через несколько лет совместной жизни прям будете одинаковые. То есть никто не увидит вашу разницу в возрасте. Все, что вы видите, это только лишь в вашей голове. Он вас любит, и вы его любите. И вы можете быть очень счастливыми станете, только лишь если вы этому позволите случиться. Он без вас очень долго будет страдать. Поверьте, детей у него я не вижу. Я не вижу, чтобы он с другой женщиной сошелся и детей нарожал. И также я не вижу, что он, в принципе, с какой-то женщиной сойдется. То есть вот одно ваше решение, да, от него зависит счастье двух людей. Ваше счастье и его счастье. Потому что он с вами только может быть счастливый. Да, ни с одной другой женщиной будет счастливым. Да и вы его тоже не сможете забыть. Вот, не лишайте себя счастья. Это счастье вы заслужили. И именно с ним, понимаете, вот с этим хорошим, прекрасным, молодым мужчиной вы заслужили это счастье. С ним вы проживете очень долгую, счастливую жизнь. Не лишайте ни себя, ни его счастья. Любовь – это дар, любовь – это благо. Очень много людей живет в мире и вообще не знают, что такое любовь. Не то чтобы к другому человеку, люди себя любить не умеют. А вам эта любовь дана. Так зачем же вы лишаете? Причем не только себя, но и этого мужчину лишаете. Здесь любовь, настоящая любовь. Никто не сможет ничего сделать с этой любовью. И эту любовь невозможно будет забыть. Нельзя разлюбить, если уже полюбил.
Да? Ну вот прям не губите, не губите свое счастье, не губите счастье этого мужчины. Женщины, мои хорошие, это все условности. Мужчины, кто смотрит, просто переворачивайте на себя. Вот явно тоже есть мужчина, да, мужчина в возрасте и прям девушка молодая. И вы такой думаете, блин, ну что я ей дам, да, вот у меня возраст, она там будет на молодых, не будет, она вас любит. Полюбила она не вашу внешность, а полюбила ваше сердце, вашу душу. Здесь высший уровень любви, а не то, что вы думаете. Дальше. Так, обмана вокруг вас очень много вижу. Обман, причем он практически везде у вас. Люди вашу доброту путают с глупостью. Думают, что ага, значит, она глупенькая, да, она там ни в чем не сомневается, она такая доверчивая, ну, можно, значит, обмануть. Но весь обман, он обязательно раскроется, это первый момент. И второй момент, все обманщики о своем обмане обязательно пожалеют. Обязательно пожалеют. И вот прям будет вспоминаться до смертного одра, да, что они вас обманули. Вот будет. Вот эту муку совести они будут в себе нести вот прям до конца своих дней. Вот, так что рано они там радуются и зря они путают вашу доброту с глупостью. Вы абсолютно не глупый человек, вы добрый человек. И это прекрасно. Это прекрасно. С вас нужно брать пример. Вы похожи на хрусталь, да, у вас очень чистая душа. Такие люди, они богоугодны. Таких людей небеса любят. Да, у таких людей сложная жизнь и много неприятностей они видят в своей жизни. Но опять же, мученикам да воздастся, и мы об этом знаем. Дальше. Здесь мне показывают женщину. У женщины мужчина есть. Но этот мужчина мне идет как несвободный мужчина. И вы очень сильно переживаете на эту тему, да? И вам кажется, что вот он такой один-единственный, что без него вот все как бы, да, не смогу, не проживу. Мужчина, кажется, что голову морочит, да, либо он все время вам говорит, а потом. Вот как не уверен, да, в том, что он хочет. Хочет ли он быть с вами, там, сможет ли он развестись. Но при этом показывает еще и другой момент. У вас буквально вот в течение, ну, у кого-то 2 недель, у кого-то 2 месяцев идет очень важная встреча. Встреча с другим мужчиной, мужчиной свободным. Еще мне этот мужчина идет каким-то странным. Он то ли иностранец, то ли он живет в другой стране. Может быть, он как бы и вашей национальности, но живет в другой стране. Эта встреча очень многое поменяет для вас. Вот именно в момент этой встречи вы поймете, что вот этого, ну, женатого вы на самом деле не так сильно и любили. Да? А может быть, вы просто к нему привязались очень сильно. А может быть, там еще что-то произошло. Да? Вот как пелена с глаз упадет. Когда вы встретите своего того самого по судьбе, у вас с глаз падет пелена. Будет другая крайность. Сейчас вы этого женатого себе хотите, а он мурыжится. А когда вы встретите своего по судьбе, наоборот, вот этот женатый, он будет готов бросить все, вот лишь бы вы его не оставляли. Вот он почувствует, что он вас теряет, и он начнет вам создавать проблемы. Он будет лезть в вашу жизнь, он будет прям, не знаю, с вещами приходить, да, что вот все, я развожусь, я там то, я сё, лишь бы вас не отпустить. Такой, знаете, проблемный момент будет. Вот об этом вас хотят заранее предупредить. Здесь вот именно тоже родная душа. Родная душа женщины, у которой, я так понимаю, что в прошлом, да, в ее жизни был похожий опыт. Похожий опыт, да. Смотрите, не допустите ошибку. Ваша судьба с другим мужчиной, не с этим. Этот, ну вот как он с женой своей жил, так он приблизительно и с вами будет жить. Вы этого хотите? Я сомневаюсь, что вы этого хотите. У него как в крови какой-то ген, знаете, вот на сторону ходить, на сторону, да, по-другому он не может. Вот, конечно, решать вам, выбирать вам, но вас вот эта женщина предупреждает, говорит, не делай моих ошибок, не иди моим путем. Мой путь, он очень неудачный, мой путь трагичен, она говорит. Ваша судьба с другим мужчиной. И вообще, мне кажется, что даже вам как-то жить даже в другой стране. Вот именно жить, поменять все. Но этот будет женатый создавать вам проблемы, много проблем создаст. Сейчас вы мечтаете, чтобы он был с вами, да, чтобы он с вами проживал, а потом вы будете от него бежать. В прямом смысле слова бежать. Об этом предупреждают.
Так, дальше. Так, дальше. Здесь показывают, что у кого-то ребенок больной. Он родился больным. Либо, ну да, мне больше идет, что родился больным. Здесь какая-то родовая карма. Карма не по вашей линии, а по линии вашего мужа, отца ребенка. Вообще, на самом деле, брак — это большая лотерея. Ведь на лицах людей это не написано, да, что за человек, какому роду принадлежит. Это род грешников, либо род праведников. Вот. Это всегда лотерея. Всегда. Вам, судя по всему, не повезло в этой лотерее. Ребенок несет на себе карму рода. Там род как будто бы каких-то убийц, извергов, людей, которые убивали, которые калечили. Вот так мне идет. И поэтому вот такое произошло. Это карма рода. А ваш ребенок — это как душа мученика, да? Душа этого рода, которая воплотилась, которая знала, что ее ждет, какая жизнь ее ждет, в каком теле она воплотится. И сознательно на это пошла, чтобы эту карму рода закрыть. Это очень сложная тема. Эта тема просто разрывает сердце. Это невозможно понять, это невозможно принять, но не мы это придумали, да, и не нам это судить. Что есть, то есть. С этим нужно жить. Это нужно принять как догму, да, это уже произошло, вы уже с этим живете. Но я знаю, что есть специалисты, их, конечно, крайне мало в мире, специалисты, которые именно могут помочь проработать эту карму рода. Даже не могу вам подсказать, лично я никого не знаю, но если вы озадачитесь этим вопросом, я думаю, вы найдете. Вот, просто нужно быть очень аккуратным человеком. У нас очень много брехунов и в интернете, да везде, да, которые себя там хвалят, называют там супермагами в 110-м поколении. На самом деле обычные люди, шарлатаны, да, которые денег хотят. Вот. А таких людей, да, их нужно искать. По миру разбросаны, но очень мало. Ищите по отзывам, по настоящим, по живым отзывам, а не по рекламе. И запомните, мои хорошие, ни один человек, который знает свое дело, знает свое ремесло, практикует, занимается, никогда не будет себя рекламировать. Этому человеку не нужна реклама. Люди к нему приходят сами. Сами, понимаете? Когда человек начинает себя рекламировать, это верный знак того, что человек на этом зарабатывает. И, возможно, клиентов мало, да, он начинает себя рекламировать для того, чтобы заработать больше. Вот поверьте, реклама — это первый признак того, что человек не тот, за кого себя выдает. Вот, ищите именно по отзывам, а не по рекламным постам. Есть такие люди, есть. И в вашем случае тоже показано, что есть, но где-то далеко есть. Может быть, даже в другом уголке мира есть. Если себе такую цель поставить, если у Вселенной попросить, она откликнется. Вот показано, что род отца ребенка откликается, потому что именно они нарисовали. Им очень жаль, им болит, они страдают. Поверьте, они страдают, потому что этот грех, да, в их потомках, этот грех уничтожает их род. И они бы все отдали для того, чтобы этого не допустить. Но уже поздно, да, они в другом мире, в другом измерении, они не могут ничего сделать. Но они могут достучаться до вас и сказать, да, что вот это из-за нас, и мы это признаем. Нам очень больно, мы страдаем. Но вот здесь они как подсказку говорят, что есть какие-то люди, какой-то человек где-то очень далеко. То есть, грубо говоря, вы здесь находитесь, в этой точке, а этот человек где-то вот прям противоположной точке от вас находится. Кто может помочь? Кто может помочь? Об этом говорят. Очень жаль. Душой я с вами. Я за вас обязательно помолюсь, за тех, у кого детки больные. Но вот такая информация для вас пришла. Не грешите, ребят, не грешите. Нам кажется, что вот мы живем здесь и сейчас, а что будет дальше, ну уже и без разницы. Но везде все записывается. Да? Вот представьте, что вы живете в мире, где там, не знаю, миллионы этих видеокамер персонально наблюдают за вас, и все везде за вами записывается. Что вы делаете, о чем думаете, что говорите, чего желаете. Понимаете, все записывается, а потом уже наши дети, наши внуки, правнуки за это все отвечают.
Не надо грешить. И если нагрешили, покайтесь. Боженька добрый, Он всех прощает. Прямо сейчас расплачусь. Так, давайте на другое будем переходить. Так, смотрите, вот здесь показан человек, который вам обязан что-то рассказать. Обязан рассказать, но человек почему-то не может себя заставить. Либо он стесняется этого, она стесняется этого момента. И вам нужно на этого человека надавить, потому что важная и нужная информация от вас утаивается. Надо надавить на этого человека. Не могу сказать, по какой причине человек не говорит. Может быть, она сознается, но вот есть такое. Может быть, человек должен вам от кого-то весточку передать, либо какую-то правду раскрыть. А вы прям чувствуете, вы сердцем чувствуете, что идет какая-то недосказанность. Человек как-то странно себя ведет, как-то на вас странно смотрит, как-то обрывается на полуслове. Надавите на этого человека, вы должны узнать правду. Это важно. Важно в моменте, здесь и сейчас. Да? В наше время важно. Там, не через год, не через неделю. Именно сейчас важно. Расспросите. Обязательно расспросите. Дальше. Вот здесь показан образ какого-то строгого отца. Может быть, это ваш отец, а может быть, это отец вашего рода. Прям, знаете, вот так руки в боки и нахмурился. Нахмурился вашему отношению к себе, к своему здоровью. Что-то вы, ребятки, делаете не то. За собой не следите, может, неправильно питаетесь, может, не досыпаете, может быть, вы какими-то вредными привычками злоупотребляете. Недоволен, он недоволен, что вы так губите свое здоровье. Недоволен. Он вам снится будет, если вы не прекратите заниматься тем, чем занимаетесь, либо не займетесь своим здоровьем. Он дядька такой, знаете, серьезный, суровый. Поэтому либо прекращайте и начинайте заниматься здоровьем, ну, либо он во снах к вам будет приходить и будет с вами ругаться. Да. Понятно, что тяжело жить, понятно, что много задач, забот, голова пухнет от проблем. Иногда там не до еды, либо там понятно, что человеку там расслабиться хочется. Кто-то пиво пьет, кто-то что покрепче, а кому-то нужно курить, да, потому что стресс везде. Кто-то из вас, возможно, на себя вот так рукой махнул, лишь бы там семью прокормить. Но собой надо заниматься. То есть вы как сознательно себя губите. И вот отец вашего рода, он очень недоволен. Ну, либо ваш отец. Вот. Лучше остановиться, да, лучше собой заняться. А представьте, если прям вам совсем плохо станет, да, если здоровье начнет отказывать, кому лучше будет? Кому от этого будет лучше? Правильно? Никому. Только хуже станет. Вот, задумайтесь о себе. Пока все можно исправить, задумайтесь и занимайтесь собой, занимайтесь своим здоровьем. Дальше. Показывают, что у вас с кем-то вражда. Но говорят, что вы равные. Вы равные по силе, вы равные по уму. Между вами нет никакой разницы. Вы враждуете, потому что именно в этой вражде вы раскрываете какие-то свои качества, сильные, слабые. Вы набираетесь какого-то опыта. Говорят, что все закончится. Закончится именно в тот момент, когда вы своей цели достигнете, когда все раскроется, да? Вы в себе все раскроете, и тот другой человек раскроет. Но у вас все на равных идет. Между вами не будет проигравшего и победившего. У вас прям ничья, абсолютная ничья. И еще показано, что ваша вражда, она как-то вот в момент, когда и вы, и тот человек полностью раскрыли себя, вражда окончательно оборвется, прекратится. И у вас еще даже какие-то теплые отношения будут. У кого-то дружеские, у кого-то приятельские. Ну вот да, вот так еще повернет. Здесь вы как два бойца абсолютно равных. Вы как тренируете друг друга, понимаете? Вы тренируетесь друг другом. Сложно понять. Да, с головой сложно понять, в нашем мире сложно понять. Но вот какой-то такой замысел судьбы. Тренировать вас, пока вы полностью не раскроетесь. И тот человек тренируется. А так вы абсолютно равны. И когда вы выйдете из состояния вражды, вы вообще найдете, что у вас прям очень много общего. Вы прям как, не знаю, отражение друг друга в зеркале. Вот так мне идет.
Поэтому, скорее всего, у вас будут такие теплые, хорошие отношения в будущем. Так, еще, мои хорошие. Здесь мне показывают человека, который горько плачет на руинах своей жизни. Вы у меня, конечно, все разные. Кто себя узнает, это ваше. Если нет такого в вашей жизни, это не про вас, не слушайте. Здесь именно руины жизни. Да? Вы могли прям в один момент все потерять. Либо прийти в такую точку, когда у вас прям совсем ничего не осталось. Одни руины. То есть, возможно, была семья, произошел развод, либо нечто более непоправимое. Был дом, там, дома вы лишились, была работа, работы вы лишились. Ну вот как на руинах, да, был бизнес, вы прогорели. Человек на руинах, и он горько плачет о том, что потерял. Но над головой этого человека, видите, огромная буква альфа. Это новое начало. Вам обещана новая жизнь. Те руины, которые вы оплакиваете, они, во-первых, того не стоят. И второй момент. Вообще показано, что то, что вы потеряли, это как был откуп. Откуп за эту новую жизнь. Либо, в принципе, откуп за жизнь. Очень часто происходят такие вещи, которые нам в голову не приходят. Да? Вот мы что-то потеряли, мы об этом сокрушаемся. Говорим, ой, это же была моя любимая там заколочка, да? Либо колечко, либо сережка. Но с нас взяли откуп. Мы откупились от чего-то очень плохого. Да? Если бы мы там не потеряли, допустим, то там чем-то серьезным заболели, либо в аварию могли бы попасть. Да что угодно могло бы произойти. Да? Я не хочу, чтобы вы об этом думали много и думали о плохом. Здесь показано, что то, что было вами потеряно, это откуп. Откуп ради новой жизни, либо в принципе ради жизни. То есть самое главное, что у вас есть, это ваша жизнь, это вы. И вы остались, и вы живете. Вот. А то, что вы потеряли, ну считайте, что это был откуп. Вот видите, большая буква альфа, новая жизнь вам обещана. И то, что сейчас руины, превратится в новую прекрасную стабильную жизнь. То, что вы потеряли, ну, можно сказать, что будет вам возвращено, причем сторицей. Да? Вы потеряли там мало, да, а получите много. Конечно, ну как, автозамены не будет, это нереально, но тем не менее, то, что было потеряно, в откуп ушло. Начнется новая жизнь. Либо вы себе купили жизнь, можно так сказать, да? Откуп дали, жизнь вам оставили. Сложно это все понять. И мне сложно вам это все объяснить. Но кому это откликается, я думаю, что вы сердцем понимаете, о чем речь идет. То есть, что важно, материальные какие-то вещи, либо ваша жизнь, ваше будущее. Если мы там возьмем в сравнение там, работа, потерять работу, либо потерять жизнь, ну что на самом деле важнее? Либо потерять дом, или потерять жизнь. Конечно же, важнее жизнь. Вам сохранили самое главное. Это жизнь вам сохранили. И тем более вам новое обещано. Не просто жизнь, да, а все новое у вас будет, как с чистого листа. Знаете, парадокс в чем? Все хотят начать с чистого листа, но не все понимают, что нужно свою жизнь довести до руин, чтобы вам открылся этот чистый лист. В вашем случае вы, возможно, и не хотели новой жизни, да? Все произошло само собой. Ну и жить вам новой жизнью. С чистого листа омега у вас прямо над головой. То есть это прям совсем скоро начнется. Уже близко вот эта новая жизнь, новая хорошая жизнь. Жизнь, которая вот идеально соответствует вам, чистоте вашей души. Может быть, это то, к чему вы всегда стремились. То есть вам обещана новая жизнь. И плакать вы точно больше не будете. Вообще вас будут считать баловнем судьбы, да, таким счастливчиком, да, что вас вон прям поцеловали сверху. Вот. На самом деле приблизительно оно так и будет. Вернее, оно уже так и есть. Просто вы еще этого не ощутили. Вы буквально на пороге стоите. Переступите порог, и вот, пожалуйста, ваша новая жизнь. Очень непростая отсыпка у нас сегодня была, но значит, вам это нужно. Я очень надеюсь, что видео найдет именно тех людей, кому эта информация была адресована. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.